8 часов и 45 минут в столице, да уже 46. И сегодня у нас 11 число, и это среда, не за горами выходные. Если вы не знаете, чем заняться в выходные, у нас есть отличный вариант. Подробнее об этом расскажет организатор бирского полумарафона «Дикий мед» Владислав Литвинчук. Здравствуйте. Доброе утро. Так чем можно заняться в эти выходные, конкретно в субботу 14 числа? Можно пробежать в городе Бирск. Мы там впервые проводим забег, и он станет частью серии «Башран». Но его особенность то, что он очень будет тематический, посвящен Медовому спасу. Здорово. Не зря он так называется, да? А что конкретно тематического в нем будет, медового? Ну, в целом вся атрибутика, она связана с медом, с пчелами. Ну вот можно посмотреть на мою футболку. У нас арка будет выглядеть как улей. Да, и участники, они, получается, как пчелки, вылетят на старте и вернутся в него после того, как пробегут свою дистанцию, после чего они получат вот такую медаль с пчелкой, которая еще и вращается. Сейчас я это сделаю. Можно потом примерно полчаса сидеть вот так вот и развлекаться. До Бирска, на самом деле, очень близко, то есть ехать чуть больше часа, соответственно. Но если кому-то успеет надоесть дорога, то на обратном пути вот можно с этой медалью, да. Согласна, действительно. Из Уфы добираться в Бирск недалеко, легко, хорошая дорога. Это я объясняю всем тем, кто еще там не был. А самое главное, что Бирск сам по себе очень интересный город. Я думаю, что все участники откроют для себя новое интересное место, в которое им будет приятно заезжать по пути там куда-то, например, на Павловку, или специально приехать еще. Потому что нас он каждый раз поражает. Вот во время подготовки мы туда часто стали ездить. И, ну, в общем, считаю, что очень недооценен туристический потенциал этого места. А можно ли сказать, что забег по этому городу, это может быть даже экскурсия на бегу? Ну, так и есть, потому что мы выбрали только центральные улицы, на которых находятся основные достопримечательности, все основные исторические здания Бирска. А, например, участники длинной дистанции полумарафона, они даже смогут забежать на видовую точку, где будет видно с горы реку Белая. О, красота! Да, действительно, я была там и прям советую съездить и увидеть этот город, а тем более в таком спортивном формате. Вы говорили, что стартовый городок будет очень похож, ну, точнее, стартовая арка на улей, и вот эти вот участники в таких футболках будут вылетать как пчелки, и есть ли необходимость перед стартом делать... Ну, у нас... Какие ограничения? Будет, получается, определенная культурная программа. Вот, выступать местные коллективы, есть местная кавер-группа, которая будет на протяжении дня создавать атмосферу. Будут фотозоны тоже с ульями, соответственно, одетые в пчел люди, которые проводят разминку, либо еще какие-то развлечения делают. Также будет организована медовая ярмарка в этот момент, ремесленная ярмарка. И город Бирск, он такой, да, достаточно аутентичный, купеческий. И, например, на старте у нас мы стартовать будем под выстрел пушки, которую будут давать настоящий стрелецкий расчет. Вау! Вот максимальное погружение в историю. Супер эффектно, и большое количество контента можно снять для всех тех, кто занимается социальными сетями. И медовая миля. Что это за дистанция такая? Ну, большая часть участников наших стартов — это, конечно, люди, которым нравится бег, и для них там, километр или два очень мало, они приезжают там, на 5, 10, 21. Но для того, чтобы вовлечь новых, попробовать, чтобы люди могли, мы всегда делаем короткую дистанцию. И вот в Бирске она тематическая, она посвящена дате основания города, то есть 1663 году. Соответственно, дистанция будет 1663 метра. Доступно каждому, можно пройти пешком, но в то же время получить такую же футболку, совершенно такую же медальку, просто на которой будет написано «Медовая миля» на финише, и вовлечься в бег, и в дальнейшем, например, на Уфимском марафоне уже бежать большую дистанцию. Здорово. Ну, по мне так, я обращаюсь сейчас к нашим телезрителям, это действительно отличный вариант досуга для выходных. Можно увидеть новый город, можно туда приехать, конечно же, всей семьей, ну и спортивно провести время. Но это не единственный старт, который ждет нас впереди, как я понимаю. Да, у нас запланировано еще с учетом «Дикий мед» Бирского полумарафона 3 старта. Будет фестиваль «Легенда Урала» в Абзелиловском районе на озере Банном. Там будет и гонки по пересеченной местности,
и заплыв, и забег в гору. И, конечно, мы завершим нашу серию большим уфимским марафоном, который согласован, но, естественно, пройдет с выполнением всех эпидемиологических требований. То есть нужно готовиться, вакцинироваться, делать справки о том, что вы не болеете, и тогда все побегут, так же, как это будет сейчас в Бирске. Здорово. И еще раз, для всех тех, кто собирается в Бирск в эти выходные, где зарегистрироваться, есть ли еще места вообще? Ну, у нас есть места на короткую дистанцию. Вообще очень много людей приезжает, 12 регионов и 58 городов уже зарегистрировано. Это больше 500 участников будет бежать в Бирске. Это очень хорошие цифры. russiarunning.com? Ну, можно и там. Регистрация либо? Либо на сайте bashan.ru. Вот это те пароли и явки, которые вам необходимы, если вы соберетесь все-таки в эти выходные приехать в Бирск. Ну и есть у нас еще чуть-чуть времени. Я предлагаю обсудить фестиваль «Легенда Урала», который произойдет следующим, да, после Бирска. Этот фестиваль у нас уже пройдет в 3-й раз. И мы там стабильно выдерживаем количество людей 500, потому что протяженная трасса, сложно обеспечить безопасность, озеро, на котором нужно для пловцов тоже сделать необходимые меры принять по безопасности. И сейчас вот мест уже практически нет, остались только на беговые дисциплины, потому что по плаванию все уже места закончились. Но в этом году из особенностей очень теплая вода, потому что обычно озеро достаточно прохладное, такие экстремальные условия плавания. В этом году вода больше 20 градусов, 24 даже сейчас. Так что прям как в море будем плыть. Ну и надеемся, что к этому моменту все какие-то сложности с пожарами всем пройдут, и будет у нас чистое небо, яркое солнце и классная атмосфера. Ну, Яктыкуль, конечно, это чудесное место, банное озеро. Приехать туда всегда приятно, тем более по такому поводу. И это, кстати, говорит о том, что на все старты команды Башран нужно регистрироваться заранее. То же самое можно сказать и про уфимский марафон, верно? Да, у нас на уфимском марафоне есть определенный лимит по количеству участников, но также есть небольшая вероятность, что за 2 недели в связи с эпидемиологической обстановкой нам придется сократить количество участников. Тогда останутся только те, кто успел первый зарегистрироваться. Соответственно, последним мы откажем и попросим пробежать в следующем году. Так что прямо сейчас уже можно зайти и зарегистрироваться заранее, чтобы запланировать какие-то очень важные дела спортивные 12 сентября, верно? Да, вся Уфа бежит 12 сентября. Ну что ж, Бирск бежит 14 августа, с 20 по 22, верно? Фестиваль «Легенда Урала» на Банном озере и 12 сентября Уфимский марафон. Вот такие планы спортивные, беговые у команды Башран. Присоединяйтесь и вы, bashan.ru. Там вы можете... Да, там вы можете узнать всю информацию. Сегодня в студии с нами был Владислав Литвинчук, организатор забегов и школы спорта I Love Суперспорт. Спасибо большое. Желаем вам удачи и нам тоже, тем, кто участвует в этих стартах. И вам, дорогие телезрители, а для того, чтобы с хорошим настроением отправиться в эту среду, замечательная композиция в эфире программы «Салям». Пока-пока.